Всем привет! Я наконец-то нахожусь в театре. Стоп. Нет, я нахожусь в филармонии. Закружились, побежали, замелькали башмаки, дроби, 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 отвигают каблуки. Руки, крылья, полетели, и в ладоши дружно хлоп. Все быстрее и быстрее хоровод калейдоскоп. Эти артисты танцуют и поют в ансамбле «Асякы». У них есть свои определенные трюки, которые вам, паркурщики, даже и не снились. Хотите, я сыграю на ведре фантазию, воспоминания о лете. Бам, барабам, бум-бум, миля-ре. Грохочет летний гром в конце куплета. Я под дождем играю на ведре. Я дирижер, своим оркестром гордый. Маэстро, браво, бис, ми фа соль ре. Играйте громче, форте, форте, форте. Саша, давай пойдем посмотрим, как репетируют артисты студии Асякыма. Неплохая идея. Был ли конкурс или вас взяли сразу? Наши руководители смотрели наши умения, как мы умеем прыгать, какая у нас растяжка, как мы улыбаемся. Меня не смотрели, я просто пришла. Я когда пришел, мне попросили там прыгнуть, растянуться. У меня был, конечно, шок, я не знал, что делать вообще и как, но в итоге сказали, что да, ну у тебя хороший, и так я и поступил туда, в национальную студию. Мама меня привела сюда, и я даже не знала, куда иду. Мы часто ездим на конкурс в разные города. Были уже в Минске, Ярославле, Казани и даже в Финляндии. У нас преподают самые лучшие преподаватели, профессиональные танцоры ансамбля Асек Гея Николай Джунцов и Елена Ивановна Домбровская. Благодаря им мы умеем владеть своим телом, слушать музыку и чувствовать ритм. Что мы испытываем при выходе на сцену? Многие волнуются при выходе, кто-то даже очень рад. Но когда ты выходишь, ты уже с радостью показываешь и с яркой улыбкой, и с четкими движениями, весь страх проходит. А знаете, сегодня среди вас я заметил только одного мальчика. А скажите, есть ли в вашей студии еще мальчики? Есть. В старшей группе еще один, и в средней есть, и даже младше несколько малышей. Ну, а я вам пригожусь, если захочу поступить к вам? Да, почему бы нет? Классно. Так, если я вам пригожусь, то я приду домой, начну тренировать растяжку, сяду на шпагат, займусь йогой, ну и обязательно вернусь к вам. Я обещаю. И обязательно подключайся. Юля, а ти тоді мисі Ошовка? Ошовка. Тая ічеті клебач? А вот и абу, тая удараса Аньяслан Юркашен. А мы сия сорока. О, тая джикстеч лебач. А вот и абу, міка чорні ти лебачились, мішка шу, кача. А сорока сіже Аньяслан Юркашен, республика са Лунвилен. Ну а мы сия сборник.
Тая уна кывбур, эти не багын. Кывбур чукар. Али мы. Чеч юркашет? Да, тая аняслан юркашет, улыс эжвасалын. Нинам сетем тыд. Какая красота! Вау, так здорово! И представляешь, в этих костюмах люди танцуют на сцене. И мы сейчас можем взять это все потрогать и увидеть своими глазами. Это же кокошник. Я знаю, что это женский головной убор, и его одевали, чтобы убрать волосы. А ты что-то знаешь про кокошник? Да, я знаю, что его делали вручную, и что на него пришивают много бусинок и стразов, чтобы он выглядел ярким и красивым. У мужского костюма есть рубаха. На ней также вышито множество бусинок и красивых ленточек. Я знаю, что это поясок, и он оберегал раньше людей. Его использовали как оберег. С мехом и с капюшоном. Я читала в журнале «Радуга», это малица. Это одежда оленеводов, которая шьется из оленей шкуры. А почему она не из оленей шкуры? Конечно. А ты представь, если артисты носили бы малицу из натуральной шкуры, как бы они выступали на сцене? Это все для удобства артистам. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Ага, стоп, молодец, умничка. Раз, два, три, четыре. Умничка, еще раз. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Понятно? Попробуй. Раз, два, три, удар. Раз, два, три, удар. Да. Голову куда возьми? Вот туда, на. Да. Раз, два, три. Шаг, ключ. Ничего. Прежде чем сделать ключ, надо шагнуть, Саша. Как думаешь, у меня получилось? Ну, мне понравилось, как ты танцевала. А тебе понравилось, как танцевал я? Просто восхитительно. Но это было непросто. Да, нужно тренироваться, тренироваться, еще раз тренироваться. Пошли тренироваться.